Приехала вот такая вот электроотвертка на литиевом аккумуляторе 3,7 вольта. Заряжается USB-C. То есть от любого этого зарядного телефона можно подсоединиться, да, зарядиться. Вот в комплекте идет такой еще шнурок. Здесь обычный USB и USB-C. Вот это все биты, которые к нему идут. Вот. Здесь разные. Там на упаковке указано, какие здесь есть. Я их перечислять не буду. То есть на упаковке посмотрите. Вам будет очень интересно. Можете на паузу нажать, да посмотреть. Еще здесь есть такой отсек. В этом отсеке вот эти вот пластмассочки для разбора корпусов различных. Тут их 6 штук. Закрываем. Вот здесь вот еще два отверстия. Судя по всему, это магнит вставляете. Оно либо намагничивает, либо размагничивает внутрь. Если надо намагнитить сюда, да, он прилипает. Прямо затягивает. А вторая наоборот, я так понимаю, что размагничивает, потому что минус стоит. В общем, инструкции здесь нету, поэтому тут все методом научного тыка. В общем, сама отвертка. Отвертка. Здесь такого ничего нету. Вперед и назад. То есть влево-вправо. Нажимаем. В одну сторону крутится. Нажимаем, в другую сторону крутится. Заряжается вот USB-C. Здесь стоит индикатор. Красным этот разрядился. И зеленый будет, это уже зарядился. Больше ничего нету тут уже. По поводу размера, он у меня, вот если я паяльник тогда показывал, тоже паяльник купил, они фактически по размерам одинаковые, вот, даже вот видно. То есть особой разницы нету. Кто смотрел предыдущие видео, там я показывал, как покупал. Паяльник, кстати, неплохой, я им уже попаял. Удобно очень. Ходишь, паяешь. Он у меня, если включаешь на всю, он 20 минут беспрерывно работает, потом заряжать надо. То есть, если не выключаю, он у вас 20 минут проработает. Вот так. Я там ссылку потом сзади, вернее, в конце видео поставлю. Кому будет интересно, посмотрите. Ну, а сейчас этот. То есть, берем бит, вставляем. Вот магнитик внутри есть, он его притягивает. И вот он крутится в одну сторону и во вторую сторону. Сейчас поставлю на зарядку. Вот поставил зарядный шнурок его, который с ним шел. Вот он сам. И втыкаем. Вон. Засветилось красным, потухло. Вот красным. Все, красным светится. Я не знаю, полная зарядка у нее, не полная, поэтому проверить не смогу. Прошел час. Вот она действительно час стояла. Вот сейчас она зеленым светит. Сейчас зарядилась и буду выключать. Сколько он держит, тоже не пробовал. Сейчас я попробую что-то покрутить, посмотрим. Нашел такой жесткий диск. Вот у него заводская закрутка. Вот бит вставляется плотненько. Попробую открутить или нет. Одной рукой, не знаю, тоже неудобно. Ну, подопрем к стеночке. Ну, выкрутил. То есть крутит хорошо. Закручиваем. Ну, так что осилил. Даже на видео даже в начале было видно, как его диск покрутил. Попробую отверточку на мобильнике покрутить. Довольно-таки хорошо тянет. Все, выкрутила. Закручиваем. Закрутила. Следующий. Выкручиваем. Выкрутила. Закручиваем. В общем, крутит, вертит. В общем, покрутил одно другое. Крутит неплохо. Закручивает, откручивает. Магниты я не пробовал. Думаю, тоже будет работать. Ну, это когда там по платам будешь что-то крутить, он там, в принципе-то, и покупается для мелочевки всякой, потому что тут и биты все не сильно-то и большие.
для мелочи всякой. Поэтому думаю, что он будет справляться со своими. Посмотреть, сколько на нем можно максимум, то есть сколько максимум времени он работает. В общем, так неплохо. Цена вопроса где-то порядка 8 евро. Кому будет интересно, я там потом в конце оставлю его артикул, кто хочет купить. И там ссылку на видео на паяльник тоже, кто хочет посмотреть. Паяльник неплохой. Ну, вроде бы как и это неплохой. Думал, будет хуже, но посмотрим, как практика покажет. В общем, кому было интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем всего хорошего.